Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как заместителю главы Зеленодольского района со второго раза избрали меру пресечения. Хотел бы сказать, что меня пока разглядывается идет отпустить домой. Сгорел в огне. Рук, ног нету, одно тело осталось. Пожилой мужчина погиб при пожаре на собственной даче. И расскажем, как при схожих обстоятельствах с разницей в сутки из окон квартир выпали 2 человека. Пытался встать, а не может, видать, кости как торчат. Это и не только. Прямо сейчас. Арестовали со второго раза. Сегодня Советский районный суд Казани избрал меру пресечения для заместителя главы Зеленодольского района и главы поселения Нижние Вязовые Фуата Шамсиева. Первый раз мужчину задержали 18 июня по подозрению в превышении должностных полномочий. Спустя 2 дня следствие просило суд заключить Шамсиева под стражу, однако ходатайство было отклонено. Однако спустя несколько часов он вновь был задержан. Почему, расскажет Айрат Назипов. Хотел бы сказать, что меня пока разглядывается идет отпустить домой. Никуда не собираюсь живет. Об отсутствии желания скрываться от следствия Фуат Шамсиев говорит уже во второй раз. После первого задержания подозреваемого доставили в Советский суд, где 20 июня следствие попросило заключить его под стражу. Тогда мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями. 20 июня 2017 года в суд поступало аналогичное ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Между тем, 20 июня судом было отказано в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Впрочем, радоваться такому решению суда главе Нижних Вязовых пришлось недолго. Вскоре его вновь задержали, возбудив второе уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозрение возникло в связи с его профессиональной деятельностью. По предварительной версии, с 2010 по 2013 годы исполнительный комитет Зеленодольского района предоставлял собственность земельные участки членам садового некоммерческого товарищества. Шамсиев неоднократно давал указания бывшему председателю садового товарищества о том, чтобы он выдавал определенным лицам справки о том, что они являются членами садового товарищества, а также справки о выделении им земельных участков. После этого люди получали в собственность земельные участки бесплатно. Всего, по версии следствия, за 3 года подсудимый незаконно предоставил и оформил собственность 23 земельных участка, в том числе 2 из них были предоставлены родственникам Шамсиева. В итоге свою вину мужчина так и не признал. Сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Айрат Назипов, Азат Самигуллин, вызов 112. Воткнула шариковую ручку в лицо полицейскому нетрезвая жительница Нижнекамска. Она вызвала правоохранителей в надежде, что они заставят соседей убавить громкую музыку и вообще вести себя потише. Полицейский попросил звонившую написать заявление, но она отказалась и требовала обойтись без бумажной волокиты. Услышав, что это невозможно, ударила полицейского в лицо шариковой ручкой. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Пенсионер погиб в огне у себя на даче в Нижнекамском районе Татарстана. Трагедия произошла ночью в садовом обществе «Строитель». Дом, стоящий на участке, не пострадал. Сгорел только сарай. О возгорании спасателям сообщили соседи. Спасатели, справившись с огнем, обнаружили внутри сильно обгоревшее тело мужчины. Лина Зинатуллина продолжит. К приезду пожарных кровли и стены постройки были полностью охвачены огнем. Рядом с сараем других строений нет, так что угрозы распространения не было. Справившись с пламенем, спасатели под завалами обнаружили сильно обгоревшее тело мужчины. Его личность удалось установить спустя несколько часов. Звонок из пожарной части поверг сына погибшего в шок. Мне МЧС сказали, что сгорел, что сгорел, отец туда-сюда, рук, ног нету, где-то одно тело осталось, даже головы, по-моему, нет. На участке есть дачный домик, но пенсионер предпочитал жить в сарае, где создал для себя комфортные условия. Тут был холодильник, и кровать, и плита, и печное отопление. Неисправность печки рассматривается как одна из версий возникновения пожара. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Также рассматривается версия возникновения пожара от неисправности отопительных печей или электрооборудования. Сейчас пожарные дознаватели выясняют все детали случившегося и устанавливают точные причины трагедии. Лина Зинатуллина, Алсуар Русланова, Ринат Харасов, вызов 112. Видел перед собой только стену дождя. Человека видно не было, уверяет водитель иномарки, сбивший женщину минувшим вечером, переходящую дорогу по всем правилам. Пострадавшую на карете скорой помощи медики доставили в 7-ю городскую больницу. Рамиль Шайдуллин о причинах и последствиях. Критической ситуации там не было такой.
Просто я вот чуть-чуть не успел остановиться и ее толкнул. Скорость была небольшой, удар незначительным, уверяет водитель иномарки. Но 58-летняя женщина-пешеход все же оказалась в больнице. Мужчина рассказывает, что за секунду до случившегося он повернул с улицы Чуйкова на Адаратского. Женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, не заметил. И добавляет, все из-за проливного дождя. Она хромала, конечно, больно ей было. До скорой дошла сама, я скорую вызвал. ГАИ вызвал. После удара автомобиля женщина упала на асфальт, но чуть позже смогла сама подняться на ноги. Скорую помощь все же пришлось вызвать. Пострадавшая жаловалась на сильную боль в ноге. Тут самый пик дождя был, ливня. Видимость плохая, она шла с зонтом вот так. Я не успел остановить машину. Вот все, чуть-чуть толчок произошел. Прибывшие на место медики скорой помощи, осмотрев пострадавшую, решили госпитализировать женщину в 7-ю городскую больницу. Следов от удара на капоте машины не осталось. Мужчина же уверяет, что в данном случае здоровье пострадавшего пешехода для него гораздо важнее, чем возможные вмятины на кузове автомобиля. Рамиль Шайдуллин, Динара Камалова, Константин Бушуев. Вызов 112. Хотел стать первым, но остался у разбитого автомобиля. В сети появился видеоролик с серьезным ДТП. Как утверждает автор видео, авария случилась при въезде в Казань. Водитель одного из автомобилей, видимо, устав стоять в пробке, решил опередить всех и воспользовался для этого встречной полосой. Впрочем, далеко уехать ему не удалось. Там появился автомобиль. Сейчас фотографирую. Два человека с разницей в сутки выпали из окон жилых домов в Нижнекамске при схожих обстоятельствах. Один 62-летний пенсионер. Он упал с 9-го этажа и скончался мгновенно. Второй 25-летний молодой человек остался жив, пролетев 8 этажей. Сейчас находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Динара Камалова о возможных причинах. 62-летний мужчина упал с 9-го этажа. Смерть наступила мгновенно, медики ничем не смогли ему помочь. Оперативные службы вызвали на место очевидца трагедии. А что можете просто про него сказать? Соседи погибшего знали мужчину, однако тесно не общались. Сказали только, что проживал он один. Не пил, вел себя спокойно, порой жаловался на здоровье. При осмотре квартиры пенсионера следователи нашли записную книжку с записью. Сломалась антенна, необходимо починить. К слову, антенна с балкона торчит на улицу. Следствие сейчас отрабатывает все возможные версии случившегося. Сутки спустя с высоты 8-го этажа упал 25-летний мужчина. Соседи увидели лежащего на траве человека и вызвали скорую помощь. Тот шевелился, а вроде пытался встать, а не может, видать. А ноги, говорит, у него. Ну вот продавщица сказала, говорит, кости, говорит, торчат. Ну, видать, на ноги упал. Окно балкона, откуда и упал молодой человек, разбито. На земле лежит обувь и электроинструменты. По одной из версий, мужчина обшивал балкон, но потерял равновесие и упал. Остекление не смогло удержать человека. Сейчас он находится в реанимации со множеством серьезных переломов и подключен к аппаратуре жизнеобеспечения. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Динара Камалова, Светлана Шумкова и Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.